Бог говорит вам сегодня: борьба, которая изматывала вас, подходит к концу. Вы слишком долго имели дело с одним и тем же. Дух Божий говорит: хватит. Ободритесь сегодня утром. Бог держит вас на ладони. Иногда вы не удовлетворены своей жизнью, в то время как многие люди в этом мире мечтают о такой жизни. Ребенок на ферме видит пролетающий над ним самолет и мечтает о полете, а пилот самолета видит дом на ферме и мечтает вернуться домой. Такова жизнь. Наслаждайтесь своей. Если богатство – секрет счастья, то богатые должны танцевать на улицах, но так делают только бедные дети. Если власть обеспечивает безопасность, то чиновники должны ходить без охраны, а те, кто живет просто, спят спокойно. Если красота и слава приносят идеальные отношения, то у знаменитостей должны быть самые лучшие браки. Живите просто, ходите скромно и любите искренне. Все хорошее вернется к вам. Введите 11 часов 11 минут, чтобы утверждать это. Когда мы доверяем Богу, мы видим, как Он движется в нас и через нас. Он дает нам спокойствие, которого мы никогда не испытывали. Он показывает нам надежду, которой у нас никогда не было. Когда мы отдаем Ему свои страхи и неудачи, Он напоминает нам, что мы никогда не остаемся одни и не должны бояться того, что ждет нас впереди, потому что Он рядом с нами. Введите 222, чтобы подтвердить это себе. Когда мы уязвимы перед Ним и позволяем Ему работать в нашей душе, мы видим перемены, укрепление веры, чудеса и новые начинания. Мы видим, что все не будет рушиться и гореть. Мы видим, что все может быть и будет хорошо. Мы видим, что то, что сломано, не разрушено окончательно. Мы видим, что вокруг нас свет, и нам нечего бояться. Бог знает точное время вашей жизни. Он знает причину вашей боли и понимает, какие страдания вам приходится переносить. Он благословляет вас терпением, любовью и свободой, чтобы вы могли справиться со всем, что вас ожидает. Ваша задача – сохранить веру и не дать ей иссякнуть. Его рука на вашей жизни, и всему, что в ней происходит, есть причина. Он не ожидает от вас, что вы будете знать, как пройти через это. Он просто благословляет вас возможностью упорно трудиться в том направлении, которое вы знаете лучше всего, а об остальном Он позаботится. Это Его абсолютное обещание. Если кажется, что еще не все кончено, значит, это не так, и Он хочет, чтобы вы продолжали бороться. Он верит в вас и в ваши силы. Его любовь к вам непоколебима и всегда присутствует. Наберите 333, если вы готовы. Поверьте мне, когда я говорю, что Бог не забирает вещи, не дав вам чего-то лучшего. Бог знает, когда что-то отслужило свой срок, даже если вы этого не видите. Бог знает, когда все должно закончиться, даже если вы к этому не готовы. Бог планирует, что будет дальше, потому что Он знает, что вам нужны перемены. Он знает, что ведет вас к лучшему месту назначения или направляет вас к более полноценной жизни. Поверьте мне, когда я говорю, что Бог слышит ваши молитвы.
Он слушает вас и дает вам именно то, что вы хотите, но по-своему. Может быть, его путь отличается от вашего, но его путь всегда правильный. Когда вы просите счастья и обнаруживаете, что отдаляетесь от любимых людей, Он говорит вам, что это не те люди, которыми стоит себя окружать, потому что они истощают вас. Когда вы просите мира и теряете работу, Он говорит вам, что ваше будущее лучше в другом месте. Когда вы просите о любви, а Он дает вам разбитое сердце, Он говорит вам, что вам нужно сделать лучший выбор. Напечатайте «Я готов сиять», чтобы подтвердить это. Когда мы перестанем цепляться за свою боль, мы увидим Его любовь к нам. Когда мы перестанем ломать себя из-за своего несовершенства, мы начнем чувствовать Его прощение и силу, текущую по нашим венам. Когда мы перестанем говорить себе ложь, мы узнаем о Его искуплении. Когда мы перестанем позволять негативным моментам нашей жизни определять и сдерживать нас, мы осознаем потенциал, надежду, добро, которые были нам обещаны, и начнем исцеляться. Напечатайте 555, если вы чувствуете это. Вы читаете это не случайно, это ваше подтверждение. У вас все получится, независимо от того, как это выглядит сейчас. Бог вознаградит вашу верность. Так что держитесь, будьте сильными и не сдавайтесь. Вы следующий в очереди на чудо. Активируйте поток неограниченного богатства, счастья, удовольствия, свободы и уверенности в себе, внеся одно маленькое изменение в свой утренний распорядок дня. Хотите ли вы этого? Перейдите по ссылке в комментариях ниже, чтобы узнать секреты привлечения богатства в изобилии. Солнце восходит с обещанием новых начинаний, и в вашей жизни тоже наступает рассвет. Голос Бога звучит в утреннем бризе, нашептывая слова надежды и преображения. Борьба, отягощавшая ваше сердце, близится к концу. Божественный Дух провозглашает «Хватит», и вы находите утешение в любящих объятиях Творца. В гобелене бытия мы часто не замечаем красоты простоты. Ребенок, глядя на бескрайнее небо, мечтает парить среди облаков, а пилот на борту самолета тоскует по домашнему теплу. Парадоксы жизни напоминают нам о необходимости дорожить каждым мгновением, ведь именно в нем кроется истинная суть нашего пути. Материальное богатство, к которому многие стремятся, не гарантирует счастья. Власть, хотя к ней и стремятся, не может обеспечить безопасность. Истинное удовлетворение можно найти в простоте, смирении и искренней любви. Акты доброты и благодарности способны привести к неожиданным благословениям, что свидетельствует о взаимности Вселенной. Напечатайте 11 часов 11 минут, чтобы подтвердить эту истину и претендовать на ее изобилие. Когда мы доверяем Богу, мы становимся сосудами, через которые течет божественная благодать. Отдаваясь Богу, мы обретаем глубокое спокойствие, надежду, которая превосходит мирские заботы. Отказываясь от своих страхов и неудач, мы получаем напоминание о том, что никогда не остаемся одни, что Бог неизменно сопровождает нас. Наберите 222, чтобы подтвердить свое доверие к Его божественному руководству. Уязвимость – это путь к преображению.
Когда мы принимаем жизненные трудности и моменты сомнений, мы открываем возможности для роста и просветления. Как бабочка выходит из своего кокона окрепшей и украшенной, так и мы выходим из жизненных испытаний преображенными и обновленными. Помните, что ваша жизнь имеет глубокое предназначение в великом гобелене творения. Вы не просто случайность или совпадение, вы божественно помещены на эту землю с уникальным призванием и миссией. Примите свою значимость и позвольте своему свету сиять, ведь мир жаждет даров, которые можете предложить только вы. Освободитесь от оков поверхностного существования, обусловленного мимолетными желаниями и пустой погоней. Примите подлинность своей души и позвольте ей направить вас к жизни, наполненной целью и самореализацией. Зачастую не слишком протаренный путь приводит к величайшим сокровищам. Знайте, мои дорогие сын и дочь, что вы любимы безмерно. Безграничная любовь нашего Небесного Отца не знает границ и неустанно течет к вам. В минуты спокойного размышления позвольте себе ощутить Его присутствие, нежный шепот, наполняющий покой вашего сердца. Это путешествие веры и доверия, и вы никогда не будете одиноки. Любовь Бога – это вечное пламя, ярко горящее внутри вас, свет, который никогда не ослабеет. В минуты отчаяния призывайте Его имя, и Он услышит ваш крик. Примите божественное руководство, ибо Святой Дух поведет вас по неизведанным водам. Волны могут быть бурными, но, обратив свой взор к Всевышнему, вы найдете в себе силы пережить любой шторм. Перемещаясь по волнам жизни, помните, что Бог – ваш главный защитник. Он посылает своих посланников, чтобы поддержать и вселить надежду в вашу жизнь, уверяя, что Он, Бог милосердия, работает на ваше благо. В минуты сомнений поднимите голову и встретьте взгляд Всевышнего. Почувствуйте, как Его безграничная любовь окутывает вас, рассеивая все страхи и неуверенность. Позвольте благодати Отца направлять вас, исцелять и наполнять непоколебимой надеждой. Это путешествие веры, и каждый ваш шаг поддерживается любящими руками Отца, который понесет вас, когда это будет необходимо. По мере того, как будет разворачиваться это повествование, наберитесь мужества и примите надежду всем сердцем. Откройте для себя глубину Божьей любви и мир, который приходит, когда вы вверяете Ему свою жизнь. Отправляйтесь в это путешествие рука об руку с Творцом, который держит перо вашей истории, и с каждым написанным словом вы будете понимать, что надежда – это не просто концепция, а живая, дышащая сила, которая поддерживает и двигает вас вперед. Пусть эти слова зажгут в вас мощное пламя, пламя, сжигающее уверенность в том, что вы не одиноки. Бог с вами, и Его любовь – это непоколебимый якорь, который ведет вас через все повороты и препятствия. Верите ли вы в эту истину? Если да, то выразите свою веру, написав «Аминь» в комментариях ниже. Подписывайтесь на наш канал, если вы любите Бога. Бог действует неисповедимыми путями. Иногда мы оказываемся в тупике и не понимаем, почему. Мы молим Бога об ответах и руководстве. Мы молим Его о людях и вещах, которые нам не нужны, они временные. Мы молим Его о том, чтобы кто-то полюбил нас, несмотря на все недостатки.
Мы уже нашли такого человека, что бы мы ни сделали, какие бы ошибки ни совершили, какие бы грехи ни совершили, каких бы людей ни обидели, Бог простит нас за все. Мы не понимаем, почему, и знаем, что не заслуживаем этого, но Он делает это, потому что действительно любит нас. Мы не понимаем, что происходит сейчас, и тревожимся за наше будущее, но Бог уже все предусмотрел для нас. Мы должны верить в Его план для нас, мы должны доверять Ему. Время. Я осознаю это, чтобы подтвердить. Бог говорит вам сегодня: очень скоро вы будете рассказывать другую историю, историю исцеления, успеха, здоровья, изобилия, процветания, любви, счастья, мира и великой радости. Вы станете сильнее, мудрее и полнее жизни, будете делиться всеми своими благословениями и передавать полученную мудрость. Одно я знаю точно: Бог не находится на небесах и не говорит: «Эй, я думаю, тебе стоит побеспокоиться об этом сегодня вечером», или «подумай несколько часов об ошибках, которые ты совершил», или «как насчет того, что ты обещал сделать, но еще не сделал». Нет, Он говорит: «Отдохни, дитя мое, положи все к моим ногам и спи. Я буду присматривать за тобой, впереди великие дела». Напечатайте «Я суверен», чтобы заявить о себе. Пока вы ждете, Бог вкладывает мечты и желания в сердце каждого человека, но чаще всего это связано с определенным периодом ожидания. Возможно, вы ждете улучшения отношений, женитьбы, повышения по службе или преодоления болезни. Большая часть жизни проходит в ожидании, но есть правильный способ ждать и неправильный. Слишком часто, когда что-то не происходит по нашему расписанию, мы падаем духом и унываем, или тревожимся и беспокоимся. Это происходит потому, что мы ждем не так, как надо. Обратите внимание, что в сегодняшнем стихе не говорится «если вы ждете», а говорится «когда вы ждете». Дело в том, что все мы будем ждать. Далее говорится, что нам следует подумать о том, как земледелец ждет с терпением и нетерпением. Мы не должны сидеть и унывать, мы должны быть полны надежд, позитива и ожидания. Напишите 999, если вы согласны. Сегодня, о чем бы вы ни молились, ожидайте, что все изменится в вашу пользу. Сегодня может наступить день, когда Бог повернет все вспять. Если вы будете ждать с терпением и ожиданием, то увидите, как Бог откроет дверь для обильной жатвы, которую Он обещал во всех сферах вашей жизни. Молитва на сегодня. Отец, сегодня я решил ожидать Тебя с нетерпением. Я верю, что Ты действуешь за кулисами ради меня. Я возлагаю на Тебя свою веру и надежду, зная, что у Тебя есть хорошие планы на мое будущее. Во имя Иисуса. Аминь. Напишите 1010, если вы верите в это. Бог видит ваше сердце, Он видит желание. Он знает, что вы чувствуете себя одиноким, Он знает, что вы тоскуете по своему человеку. Он прислушивается к крикам вашего сердца, и Ему не все равно. Он так любит вас, Он хочет, чтобы вы знали, что Он работает над ними, Он готовит ваше сердце к тому, чтобы вас любили правильно. Он не забыл. Возможно, вы не видите, куда идете, но я уверяю вас, что Господь видит, и Он держит вас за руку.
Он вдыхает жизнь в каждый аспект вашего настоящего и будущего. Он сияет своим светом даже в самых темных уголках вашего сознания, так что держитесь за Него, держитесь за Его любовь, зная, что Он никогда не оставит вас и не покинет, и благодаря Иисусу вы навсегда останетесь в Его объятиях. Никакая неопределенность, никакие разбитые мечты и страх перед будущим не смогут удержать вас от них. Он всегда с вами. Во всем этом доверьтесь Ему, верьте и позвольте Ему милостиво привести вас туда, где вы должны быть. Напечатайте «Я верю в себя» для подтверждения. И в один прекрасный день все встанет на свое место, все сложится, и вы будете рады, что все пошло по Божьему пути, а не по вашему собственному. Вы будете потрясены тем, как Отец стратегически выстроил вашу историю. Боль прошлого перестанет иметь значение, когда вы поймете, что наконец-то исполняете свое прекрасное обещание. Бог не всегда устраняет препятствия в жизни, напротив, Он помогает нам преодолеть их. Просите Его направлять вас, когда вы идете по бурным водам, слушайте Его и держитесь за Него. В каждом путешествии Бог будет преподносить вам ценные уроки. Напечатайте «Я люблю Тебя, Господи», чтобы подтвердить свои слова. Иисус, когда я не знаю ответов, помоги мне вспомнить, что Ты их знаешь. Когда я не знаю плана, помоги мне вспомнить, что Ты его знаешь. Когда я не знаю причины, помоги мне вспомнить, что Ты знаешь ее. Помоги мне искать Тебя, когда мне нужны эти напоминания, помоги мне помнить о Твоей бесконечной любви ко мне. И помоги мне помнить, что Ты всегда будешь рядом со мной. Аминь. Ободритесь, Бог не сердится на вас за то, что ваше тело устало, ум помутился или душа необычайно тяжела. Напротив, Он терпеливо готов служить вам, работать над этими недостатками и питать вас, пока вы восстанавливаетесь после них. Напечатайте «Я развиваюсь, чтобы подтвердить это». Божий план всегда самый лучший, иногда процесс бывает болезненным и трудным. Но не забывайте, что когда Бог молчит, Он делает что-то для вас. Пусть Бог даст вам почувствовать, что Он замышляет в вашей жизни, пусть вы увидите проблески прорыва, который ждет вас впереди. Пусть вы всем сердцем поверите, что доверять Ему, а не тому, что видят ваши глаза, стоит полностью и без остатка. Пусть вы сместите свой вес с логических рассуждений на весомость Его могущественных обещаний, данных вам. У вас есть помощь и ресурсы, которые намного превосходят все, что вам когда-либо могло понадобиться. Улыбнитесь от радости и идите верой сегодня. У Него есть Бог. Напечатайте «Я есть любовь тела» для подтверждения. Я заявляю, что Бог все делает для моего блага. У Него есть генеральный план для моей жизни. Возможно, есть вещи, которые я сейчас не понимаю, но я не беспокоюсь. Я знаю, что все части еще не собраны воедино, однажды все соберется воедино, и все обретет смысл. Я увижу, как удивительный Божий план приведет меня туда, куда я и не мечтал. Вот моя декларация. Страх – это дух, и он попытается отвратить вас от того, что Господь предназначил для вас. Страх – это страж хороших вещей, и вам придется пройти через него, чтобы получить их. Писание говорит нам:
ибо Бог дал нам дух не страха, но силы, любви и самообладания. Напечатайте «Я в изобилии», чтобы заявить о себе. Когда вы делаете шаг в вере и стоите на пороге большого прорыва, кажется, что против вас разверзнется ад. Не сдавайтесь, не поддавайтесь панике. Только верьте. Божий план для вас не изменился, и Он по-прежнему призывает вас выйти вперед. Бог всегда зовет нас в наше будущее, и если бы мы могли сделать это сами, то Он был бы нам не нужен. «Все могу в укрепляющем меня Христе» – это относится и к тому, с чем вы сталкиваетесь сегодня. Мы не всегда понимаем методы Бога, Его пути не всегда имеют для нас смысл, но мы должны осознавать, что Бог видит общую картину. Подумайте о такой возможности. Вы можете быть готовы к тому, что Бог задумал для вас, но кто-то другой, кто будет в этом участвовать, еще не готов. Бог должен совершить работу в другом человеке или в другой ситуации, прежде чем ваша молитва будет услышана в соответствии с Божьей волей для вашей жизни. Все части должны сложиться вместе, чтобы наступило Божье время. Чтобы жить наилучшей жизнью сейчас, вы должны научиться доверять Божьему времени. Позвольте Богу делать все по-своему, ответ придет, и он будет своевременным. Я оптимист, если вы готовы. Боже, устрани все препятствия, которые мешают тебе познать Его любовь так, чтобы она изменила тебя. Пусть Он изменит каждое обстоятельство, которое посылает вам тревожное послание. Пусть Он высветит каждое испытание, которое Он использует для обучения, и пусть напомнит вам, что все небеса на вашей стороне. Вы очень близки к Его сердцу. Пусть Бог дарует вам сегодня глубокий исцеляющий сон. Я утверждаю это, если вы примете это заявление. Боже, дай вам прилив энергии для решения задач, которые вам необходимо выполнить. Пусть Он вдохновит вас сделать радио погромче и потанцевать на кухне. Пусть Он наполнит вас такой радостью, что вы вдруг поймете, насколько вы богаты на самом деле. Пусть Он соединит вас со старым другом и благословит новым. И пусть Он использует вас удивительным образом, чтобы стать благословением для всех, кого вы сегодня встретите. Проведите сегодня день, наполненный радостью. Время – это тоже пройдет для подтверждения. Бог говорит вам сегодня: «Ты держался в самые трудные времена. Я давал вам силы выстоять, и порой вы даже не знали, что это я». Когда ситуация для вас изменилась, многие оставили вас и списали со счетов. Но вы не только выдержали бурю, вы выросли в ней, вы другие. Я создал вас не для того, чтобы вы вписывались в общество. Я создал вас для того, чтобы вы выделялись. Сейчас я собираюсь благословить вашу верность. Я собираюсь поднять вас на такие уровни, о которых вы даже не подозревали. Примите это от моего имени. Для подтверждения наберите «Я принимаю свою силу». Когда враг пытается склонить вас к унынию, пусть вместо этого вы смело встанете на защиту Христа Иисуса. Когда дьявол пытается склонить вас к отчаянию, пусть вместо этого вы войдете в дверь надежды, которую Бог предусмотрел для вас. Когда дьявол соблазнит вас пойти по пути зависти,
пусть вместо этого вы примите свое собственное прекрасное предназначение и пойдите по высокой дороге, которую Бог проложил перед вами. Сегодня для ваших ног найдется лучшее место. Активируйте поток неограниченного богатства, счастья, удовольствия, свободы и уверенности в себе, внеся одно маленькое изменение в свой утренний распорядок дня. Хотите ли вы этого? Сегодня Бог обращается к вам с посланием, в котором Он ободряет и поддерживает вас. Он хочет, чтобы вы знали, что даже когда вы чувствуете себя усталым, измученным и обремененным, Он рядом с вами, готовый поднять вас и восстановить ваши силы. Ваша усталость – это не признак Божьего гнева, а возможность для Него послужить вам и помочь восстановиться. В жизни мы часто оказываемся в ситуациях, когда чувствуем себя подавленными или неудовлетворенными. Легко сравнивать свою жизнь с жизнью других людей и думать, что у них она лучше. Однако Бог напоминает нам, что каждая жизнь имеет свои уникальные трудности и благословения. Как ребенок на ферме мечтает летать, когда видит самолет, так и человек, летящий на этом самолете, мечтает вернуться домой. У каждого из нас есть свой путь, который мы должны пройти и оценить. Иногда мы можем отождествлять богатство, власть, красоту и славу со счастьем и успехом. Однако Божья мудрость говорит нам, что истинное счастье приходит от простой, скромной и искренней жизни. Доброта и любовь обязательно возвращаются к нам. Когда мы доверяем Богу, мы испытываем спокойствие и надежду, превосходящие наше понимание. Страх, сомнение и уязвимость – это часть человеческого опыта. Бог призывает нас принимать эти моменты как возможности для роста и обучения. Трудности подобны кокону, из которого бабочка выходит более сильной и красивой. Ваша жизнь имеет глубокий смысл и цель в великом гобелене творения. Вы не случайны, вы божественно помещены на эту землю с уникальным призванием и миссией. Важно освободиться от поверхностной и пустой погони за желаниями и вместо этого принять подлинность. Непротаренный путь часто приводит к самым большим сокровищам в жизни. Помните, что Божья любовь не знает границ, и даже в моменты сомнений и отчаяния Его присутствия рядом с вами, направляя вас через неизвестные воды жизни. Жизнь может быть неспокойной, но если вы сосредоточитесь на всемогущем, то найдете в себе силы пережить любую бурю. Божья любовь – это постоянное пламя, которое никогда не ослабевает. В минуты отчаяния призовите Его имя, и Он услышит вашу мольбу. Доверьтесь божественному руководству, ибо Святой Дух проведет вас по неизведанным водам жизни. В минуты сомнений помните, что Бог прокладывает путь даже в самых, казалось бы, невозможных ситуациях. Поднимите голову и позвольте Его любви окружить вас, рассеяв все страхи и сомнения. Его благодать направит вас, исцелит и наполнит непоколебимой надеждой. Пусть по мере развития этой истории вы найдете в себе мужество искренне принять надежду, открыть для себя глубины Божьей любви и ощутить мир, который приходит, когда вы вверяете Ему свою жизнь. Идите рука об руку с Создателем, который держит перо вашей истории, и с каждым написанным словом вы поймете, что надежда – это не просто понятие, а живая,
дышащая сила, которая поддерживает и ведет вас вперед. Ваше подтверждение – не случайность, это напоминание о том, что вы преодолеете. Бог вознаграждает вашу верность, поэтому держитесь, будьте сильными и не сдавайтесь. Вы следующие в очереди за своим чудом. Примите изобилие богатства, счастья, удовольствия, свободы и уверенности в себе, внеся небольшие изменения в свой утренний распорядок дня. Секреты богатства ждут вас. Подписывайтесь на наш канал, если вы верите в неисповедимость Божьих путей. Иногда жизненные трудности могут казаться непреодолимыми, и мы можем сомневаться в Божьем замысле. Но помните, что Божьи пути всегда выше наших. В моменты неопределенности найдите утешение в Его присутствии и верьте, что Он действует на ваше благо. Верьте, что ваши трудности превратятся в силу, а боль – в цель. Бог понимает ваше сердце и заложенные в нем желания. Даже в моменты одиночества и тоски Он работает над тем, чтобы подготовить вас к любви и благословениям, которые ждут вас впереди. Доверьтесь Его времени, ибо Он не забыл вас. Неуверенность и страх перед будущим могут одолевать вас, но Бог держит вас за руку и ведет по пути. Он вдыхает жизнь в ваше настоящее и будущее, озаряя своим светом даже самые темные моменты. Держитесь за Него, ибо Его любовь непоколебима, и Он всегда с вами. Ваш путь может быть не всегда ясен, но верьте, что Божий план разворачивается. Боль прошлого утихнет, когда вы исполните свое прекрасное обещание. Бог не всегда устраняет препятствия, но проводит вас через них, преподавая ценные уроки. Когда у вас нет ответов, помните, что Бог знает путь, план и причину. Ищите Его мудрости, и вы найдете утешение в Его любви к вам. Вы не одиноки в своем путешествии, Бог рядом и наблюдает за вами. Ваша верность и доверие к Нему будут вознаграждены. Верьте в себя и свои силы, когда сталкиваетесь с жизненными трудностями. Во время сомнений и ожиданий держитесь за свою веру. Бог знает свое время и действует за кулисами на ваше благо. Наберитесь терпения, позитива и ожидания, ведь прорыв уже не за горами. Божий план для вашей жизни может включать в себя ожидания и рост, но верьте, что Он готовит вас к большим свершениям. Доверяйте Его времени, и тогда все части соберутся вместе, когда придет время. Пусть ваше доверие к Божьим срокам приведет к позитивным изменениям в вашей жизни. Ожидайте урожая благословений во всех сферах вашей жизни, если вы будете ждать с терпением и надеждой. В моменты разочарования и неопределенности пусть вы найдете мир и благодать в Божьем присутствии. Пусть вы обнаружите радость в неожиданных местах и ощутите богатство жизни. Будьте источником благословения для других людей, с которыми вы сталкиваетесь сегодня. Когда вы чувствуете себя подавленным, помните, что Бог обращается непосредственно к вашей израненной душе. Он прокладывает для вас путь, исцеляет ваши раны и готовит благословения для вашей жизни. Ваш прорыв уже близок. У Бога есть план для вас, и Он собирается удивить вас неожиданными благословениями. Верьте, ибо Он действует в ваших интересах.
Верьте и получайте неожиданные чудеса, которые Он приготовил для вас. Вы не одиноки, Бог с вами и ведет вас через жизненные испытания. Доверьтесь Ему и Его совершенному времени. Он приведет вас туда, где вы должны быть. Сентябрь подходит к концу, и пусть Бог принесет сверхъестественный поворот в вашу жизнь. Пусть Он принесет изобилие, ясность и преображение в ваши обстоятельства. Ваш прорыв неизбежен. Когда страх и сомнения пытаются поглотить вас, укрепитесь во Христе Иисусе. Войдите в дверь надежды и примите свое уникальное предназначение. Не позволяйте зависти сбить вас с пути, у Бога есть лучшее место для ваших ног сегодня. Божье послание к вам – это надежда и ободрение. Доверьтесь Ему, даже если вы не понимаете Его путей. Ваша верность и доверие к Нему будут вознаграждены. Все будет хорошо, и Бог готовит для вас путь. Бог готовится удивить вас благословениями и возможностями. Доверьтесь Ему и верьте в Его план для вашей жизни. Ваш прорыв ближе, чем вы думаете. Бог хочет, чтобы вы знали, что ваша стойкость и верность не остались незамеченными. Он собирается поднять вас на новый уровень и обильно благословить. Примите свою силу и смело идите с верой. Когда возникают трудности, смело вставайте на сторону Христа. Ищите Его силы, понимания и вмешательства в вашу жизнь. Ожидайте прорыва и никогда не теряйте надежды. Если вы чувствуете уныние или усталость, Бог говорит: отдохните. Я уже работаю, чтобы изменить ситуацию к лучшему для тебя. Доверьтесь Ему, ибо Он преследует ваши интересы. Божий план для вас разворачивается, даже если вы его не видите. Доверьтесь Его времени и Его путям, ибо Он все устраивает для вашего блага. Ваше заявление о вере – это мощное подтверждение. Страх может пытаться удержать вас, но помните, что Бог дал вам силу, любовь и самообладание. Примите изобилие и заявите о своем доверии к Нему. В моменты сомнений помните, что Бог всегда зовет вас в ваше будущее. Доверяйте Его методам, даже если они не имеют смысла. Все части сойдутся в нужное время. Бог готовит вас к большим свершениям. Доверьтесь Его времени и плану, ибо Он видит всю картину. Ваш прорыв произойдет в самый подходящий момент. Божье время всегда правильное. Доверяйте Ему, чтобы Он действовал своим путем и в свое время. Ваш ответ придет тогда, когда он должен прийти, и он будет совершенным. Пусть Бог благословит ваш день божественной благосклонностью, благословениями и переменами. Ваш прорыв уже на горизонте, и то, о чем вы молились, вот-вот произойдет. Доверьтесь Его совершенному времени. Бог говорит вам сегодня: доверься мне, даже если ты не понимаешь. Мои пути выше ваших, и я все устраиваю для вашего блага. Примите это послание как подтверждение Его любви и заботы о вас. Вы не одиноки в своем путешествии, Бог с вами. Доверьтесь Ему, ибо Он прокладывает для вас путь и готовит благословения, которые вас удивят. Пусть Его присутствие сияет над вами.
Бог собирается удивить вас благословениями и возможностями, которых вы не ожидали. Доверьтесь Ему и примите это заявление как обещание грядущих благ. Когда жизнь кажется непреодолимой, помните, что Бог рядом с вами, Он готов служить вам и восстанавливать ваши силы. Ваша усталость – это возможность для Него подпитать вас. Подтвердите свое развитие и примите Его заботу. Ваше заявление о доверии и подтверждение обильных Божьих благословений – свидетельство вашей веры. Верьте, что Он все устраивает для вашего блага. Страх – это дух, который может сдерживать вас, но помните, что Бог дал вам силу, любовь и самообладание. Провозгласите свое изобилие и заявите о благословениях, которые вас ожидают. Выступая с верой и сталкиваясь с трудностями, знайте, что Бог зовет вас в ваше будущее. Доверяйте Его путям, даже если они кажутся неисповедимыми, ибо Он видит всю картину. Божий план для вашей жизни может быть связан с ожиданием, но верьте, что Он готовит вас к большим свершениям. Доверьтесь Его времени, и прорыв произойдет в нужный момент. Бог видит вашу верность и доверие к Нему. Он собирается вознаградить вас благословениями и возможностями, которые превзойдут все ваши ожидания. Примите свою силу и идите с верой. В моменты сомнений помните, что Бог знает ответы, план и причины. Обращайтесь к Нему за советом и находите утешение в Его бесконечной любви. Вы не одиноки в своем путешествии, Бог рядом с вами и ведет вас через жизненные испытания. Доверьтесь Ему, потому что Его время идеально. Ваш прорыв ближе, чем вы думаете. Доверьтесь Божьим срокам и Его совершенному плану для вашей жизни. Ответ придет в нужное время и будет именно тем, в чем вы нуждаетесь. Пусть ваш день будет наполнен Божьей благосклонностью, благословениями и позитивными переменами. Ваш прорыв уже на горизонте, и Бог действует в ваших интересах. Доверьтесь Его совершенному времени. Бог понимает желания и стремления вашего сердца. Он работает за кулисами, чтобы подготовить вас к грядущим благословениям. Доверьтесь Его времени, ибо Он не забыл вас. В моменты неуверенности и страха перед будущим доверьтесь Божьему плану. Он прокладывает для вас путь, исцеляет вашу боль и приносит благословение в вашу жизнь. Ваш прорыв близок. Бог заверяет вас, что Он с вами даже в трудные времена. Доверьтесь Его времени и Его плану, ибо Он все устраивает для вашего блага. Бог приготовил для вас сюрприз. Он уже работает за кулисами, готовя благословение, исцеление и продвижение по службе. Будьте готовы к неожиданностям. Подписывайтесь на наш канал, если вы любите Бога. Драгоценный Господь, успокой мое сердце сегодня. Помоги мне увидеть стремление и глубоко познать, что Ты – Бог. Я отпускаю Тебе свои заботы, тревоги, мечты и надежды и полностью принимаю чудо познания Тебя и того, что Ты знаешь меня. Любой подарок из Твоих рук меркнет по сравнению с познанием Твоего сердца, ибо Ты – величайшее сокровище, жемчужина, скрытая в поле. Сегодня я праздную Ваше присутствие в моей жизни.
Я богат безмерно, потому что я Твой. Наберите 2020-го, если у вас есть вера в Господа. Если вы находитесь в ситуации, в которой не хотели бы оказаться, пусть у вас появятся новые силы, чтобы выстоять, и новая решимость, чтобы идти дальше. Пусть вы искренне ищите Бога в этом месте, пусть вы продолжаете просить Его о силе, проницательности и вмешательстве в вашу жизнь. Пусть вас не покидает ожидание, что в любой момент может произойти прорыв. Не теряйте надежды, Он держит вас. Если вы сейчас лежите в постели, чувствуя уныние, усталость и неуверенность в том, что все когда-нибудь наладится, Бог говорит вам сегодня: отдыхайте. Я уже работаю. Я поверну все негативные ситуации в твоей жизни, благословлю тебя и твою семью и исцелю все места, где тебе больно. Время 2121, если хотите. Пусть Господь примет ваше разочарование и даст вам мир. Пусть Он понесет ваше бремя и даст вам благодать. Пусть Он наполнит вашу чашу и даст вам радость. Пусть мир, благодать и радость ознаменуют вашу жизнь таким прекрасным заметным образом, который заставит других смотреть вверх. А сегодня ночью пусть Он подарит вам божественные сны, которые будут питать вашу душу и укреплять вашу веру. Спите спокойно, вы благословлены. Если вы читаете это со слезами на глазах, знайте, что Бог обращается к вашей израненной душе через это послание. Вы не просто случайно наткнулись на это послание, Бог привел вас к нему. Он хочет, чтобы вы знали, что прямо сейчас Он прокладывает для вас путь. Он исцеляет эту болезнь, Он собирается дать вам возможность, которой у вас никогда не было. Он исцелит ваши напряженные отношения. Оставайтесь в вере, потому что ваш прорыв уже близко. Наберите 222, чтобы получить его. Бог говорит вам сегодня: у вас все получится. Ситуация меняется, дьявол теряет свою хватку. Сейчас не время сдаваться. Мир нуждается в том даре, который я вложил в вас. У вас есть работа, которую нужно сделать, у вас есть жизни, на которые нужно повлиять, вы важны. Теперь вставайте, идите. Напечатайте, это тоже пройдет для подтверждения. Дорогой Бог, благослови мой последний день сентября сверхъестественным поворотом. Преврати мой недостаток в изобилие, мое замешательство в ясность, а мое испытание в свидетельство. Я молюсь о том, чтобы сегодня Ты переместил нас из последних рядов в первые. Я молюсь о том, чтобы наши резюме переместились из нижней части стопки в верхнюю. Благослови этот день божественной благосклонностью, благословениями и переменами. То, о чем вы молились, вот-вот произойдет для вас. У вас было много уроков, вы терпели многие годы, вы оставались сильными, пройдя через многие испытания и трудности. Ничто не сломило вас, вы по-прежнему стоите на ногах. Я объявляю, что сейчас настало время, когда вы можете начать получать благословения и чудеса. Наберите 2424, если вы верите. Бог говорит вам сегодня: вы должны доверять мне даже тогда, когда не понимаете, что я делаю.
Мои пути выше ваших путей. Просто верьте, что все складывается для вашего блага. Ваша вера в меня и в то, как я решаю, что делать, будет вознаграждена. Живите жизнью веры, доверьтесь мне, у меня есть вы. Вы читаете это не случайно, это ваше подтверждение. Все будет хорошо, Бог прокладывает для вас путь прямо сейчас. Пусть лицо Господа сияет над вами. Бог говорит вам сегодня: приготовьтесь, я собираюсь удивить вас. Я уже говорил с нужными людьми, я уже выстроил исцеление, свободу и продвижение по службе. Это произойдет внезапно, когда вы этого не заметите. Наберите Тайлер, чтобы заявить об этом, если вы получите это заявление. Подписывайтесь на наш канал, если вы верите в Бога. Бог всегда приходит вовремя. Бог выхватывает вас из сложных ситуаций. Вы – Его дитя, вы едины с Отцом. Вы не созданы для того, чтобы самостоятельно справляться с жизненными трудностями. Перед рассветом всегда темнее всего. Если Бог так заботится о том, чтобы пересчитать волосы на вашей голове, почему вы беспокоитесь? Он держит вас. Посмотрите это видео, чтобы подтвердить свои слова. Бог говорит: место, в котором я тебя сейчас нахожу, отличается от того, что ты ожидал, и находится за пределами твоей зоны комфорта, но мне нужно, чтобы ты напрягся и поднялся на новый уровень в этом сезоне, потому что я готовлю тебя к следующему уровню. Пути, по которым вы идете сейчас, подготовят вас к большим свершениям. В пути вас ждет чудо, на котором будет написано ваше имя. С человеком это невозможно, но с Богом все возможно. Наберите Immer Bondrand, чтобы заявить о себе. Позаботьтесь о себе. Напишите «да», если вы готовы, и поделитесь этим видео с 5 людьми, которые доверяют Богу. Напишите «Иисус, Господь», чтобы поддержать наш канал. Пожалуйста, подпишитесь на наш канал и включите уведомления о звонке. Чтобы достичь великих свершений, нужно сначала в это поверить.